В рамках федеральной программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в Ингушетии планируется обучить 697 человек. Участие в проектах даст возможность дальнейшего трудоустройства 75% от общего числа участников, стать которыми могут не только граждане, которые потеряли работу из-за пандемии, но и лица в возрасте 50 лет и старше, лица предпенсионного возраста, а также женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, или женщины, имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях. Об этом на совещании под руководством премьер-министра Владимира Сластенина заявил замминистра труда, занятости и социального развития Республики Беслан Оздоев. По его словам, на федеральном уровне определены 3 оператора, которым предоставляется субсидия для обучения граждан: Агентство развития профессионального мастерства WorldSkills Россия, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации и Томский государственный университет. Напомним, президентом страны Владимиром Путиным дано поручение до конца текущего года помочь гражданам, оставшимся без работы в связи с пандемией коронавирусной инфекции, и восстановить занятость населения до уровня 2019 года. Было принято постановление о господдержке в виде предоставления субсидий работодателям на стимулирование найма безработных граждан, которое вступило в законную силу 22 марта 2021 года. Целью предоставления субсидий является частичная компенсация затрат работодателя на выплату заработной платы работникам из числа трудоустроенных безработных граждан, которые были зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости на 1 января текущего года и которые не имели работы или не были зарегистрированы в качестве ИП, КФХ, юрлица или самозанятого на дату заключения с ними трудовых договоров работодателями. В ходе селекторного совещания по вопросам реализации постановлений правительства 369 и 362 Рострудом было отмечено, что бюджетные организации могут получить господдержку при трудоустройстве граждан в рамках реализации этих мероприятий. Вместе с тем, необходимо отметить, что заработная плата государственных и муниципальных бюджетных учреждений закладывается в плане финансово-хозяйственной деятельности в начале финансового года, как и в органах исполнительной власти в соответствии с бюджетными сметами.